Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, как бы трудно мне не было говорить на русском языке, я все-таки постараюсь на русском языке донести это сообщение, иншаллах. Я бы хотел призвать всех наших братьев и сестер, наших соотечественников, всех, которые могут присутствовать на этом мероприятии. Я хотел бы вас призвать пресс-конференцию, которая должна состояться во Франции 26 июня, буквально через несколько дней. Хотел бы напомнить, почему нам очень важно, чтобы мы собрались на эту пресс-конференцию. На этом пресс-конференции будут обсуждаться всякие разные вопросы, которые касаются нашей нынешней ситуации, на наше положение, в каком положении мы находимся. Также там будут обсуждаться вопросы о нашей проблеме, в котором наш враг все-таки смог разделить нас, и вот там будут обсуждаться вопросы нашей объединения. И я считаю, что это самое важное на сегодняшний день, так как наш враг очень сильно постарался, чтобы нас разделить, чтобы им было легче с нами справиться. И у них это, кстати, даже неплохо получилось. Но тем не менее, наш враг не смог нас сломить. И все-таки мы находим пути, которые нас объединяют. В первую очередь, самая главная дорога, которая может нас объединить, это наша вера, альхамдулиллах. Те, кто мусульмане, мы обязаны объединиться, так как у нас враг один, вера у нас одна. Всевышний говорит нам, что не будет вам победы, если вы не объединитесь. Это элементарно нам должно всем хватить, что мы обязаны объединиться, и мы обязаны оставить наши личные амбиции, личные аппетиты. И должны, те, которые где-то летают, мы должны приземлиться и понять, что мы не сможем идти, и мы не имеем права продолжать вот эти раздоры, споры между собой. И мы должны ради Аллаха это все оставить в сторону, отодвинуть, и ради Всевышнего Аллаха понять, в каком плачевном ситуации находится наш народ, в том числе и мы сами, которые проживаем в Европе. У нас очень много, кстати, страдают, очень много проблем. Нас депортируют, нас сажают в тюрьмы за преступления, которые мы не совершали. Нам подкидывают вещи, нас подставляют, нас отправляют в Россию. В России нас пытают, насилуют, убивают в тюрьмах. Также мы должны понять, в один день мы объединимся, чем скорее мы объединимся и станем сильны, тем быстрее наша победа. Валлахи, братья и сестры, наше единство – это наша сила. И мы идем к этому, и мы стремимся к этому, мы уже работаем над этим. И альхамдулиллах, у нас уже хороший результат. Буквально год-два года назад у нас были совсем по-своему разные организации, но сегодня мы видим, что эти организации объединяются и работают вместе. И это большая милость от Всевышнего Аллаха, и мы просим у Аллаха, чтобы Он нам, мы делаем дуа, чтобы Всевышний нас объединил. Но также мы должны действовать. Как мы должны действовать? Как минимум, самое минимальное, мы должны оставить вот эти недостатки, вот эти мелочи, то, что кому-то что-то не нравится. Мы должны закрывать на это глаза, и мы должны все-таки увидеть нашу цель, куда мы стремимся, куда мы идем, чего мы хотим. Ведь мы все осознаем, прекрасно мы понимаем, что мы хотим. Что мы хотим? Мы хотим свободу, мы хотим жить свободно на нашей территории, мы хотим вернуться. 300 тысяч наших соотечественников
еще с тех времен покинули Чечню, пришлось им покинуть и проживают на территории Иордании. Более 300 тысяч чеченцев находятся на территории Европы. Это уже большой кусок от нашего народа. Те, которые дома находятся, у них самая плачевная ситуация, потому что они абсолютно не имеют никакое права. Их могут отправить в Украину, их могут похитить, пытать, насиловать, убить, что над ними не делают. Вот за эти последние годы, чего мы не видели, что они творили над нашим народом. Поэтому это очень важно, чтобы мы осознали, к чему мы стремимся. Мы прекрасно это все знаем. Опять-таки повторюсь, мы стремимся к нашей свободе. Мы стремимся к деоккупации нашей страны. Наша страна оккупирована преступной Российской Федерацией. Чеченская республика Ичкерия – независимое государство, которое было оккупировано Россией, нашими историческими врагами. Поэтому это очень важно всем подумать, к чему мы стремимся и как мы можем добиться нашей цели. Самая мощная сила, которой мы можем добиться своей цели, это единство. И это единство, если мы постараемся, мы сможем этого сделать, иншаллах. И мы сделаем это вместе. Поэтому я прошу вас, братья и сестры, ради Аллаха, те, кто можете, ради Аллаха, присутствуйте на этой пресс-конференции. Подумайте хорошенько, что вы можете потерять. И практически если мое мнение, я не вижу даже никакую потерю в этом. То есть я уверен, что даже вот эти деньги на дорогу, которую вы потратите, это оплачется, так как вы увидите, познакомитесь с новыми, с важными братьями, и вы увидите, например, кто чем занимается и как мы можем помочь друг другу. То есть в любом случае в этом минус я не вижу. Как минимум вы познакомитесь с хорошими людьми, и в дальнейшем будет это хорошая помощь друг от друга, так как мы сможем, когда у нас будет контакт, мы сможем поддерживать и помогать друг другу. Мы будем уже знать реально, кто есть кто. Мы сегодня уже реально видим, что да, здесь очень много, через интернет очень много братьев и сестры, очень, валлай, я благодарю вас всех, мы поддерживаем друг друга, да, но мы не знаем даже, кто нас поддерживает. Нас также могут и поддерживать, и потом обманывать, и потом использовать против нас наши враги, боты они создают и делают вот такие хитрые маневры. Поэтому в любом случае пользу я вижу. Как минимум мы познакомимся и послушаем разные стороны. И именно это будет именно такой, там будет такая возможность, что мы можем предложить свое. Каждый сможет предложить то, что он считает правильным. То есть его мнение будет, с его мнением будет считаться, и выслушают его. И он сможет высказать даже любой человек. И вместе, я думаю, можно прийти к какому-то компромиссу, какой-то мир мы сможем сделать между собой. В конце концов, люди прощают, даже кровную месть прощают. Люди прощают, несмотря на какое большое зло тот человек сделал другому человеку. Когда они встречаются, разговаривают и обсуждают это на человеческом языке, они могут найти какой-то компромисс и решить эту проблему. Без выхода в любом случае не бывает. Есть выход из любой ситуации. Главное хотеть этого. И поэтому сегодня другие наши политические деятели,
активисты тоже уже говорили об этом. И все-таки я хотел от себя тоже призвать, считав, что это очень важно, и хотел бы всех вас призвать туда, на эту пресс-конференцию. Ради Аллаха, последний раз, еще раз попрошу вас, те, кто можете, приходите туда. Я, иншаллах, надеюсь, что туда приедут много наших братьев, которым не безразлична судьба нашего народа.